Я приехала из Москвы сюда отдыхать, ну только и попала на этот фестиваль. Еще мне нравится здесь, что тут море, тепло и картина мне нравится все. Мне нравится на этой картине, что тут как бы в одно время и закат, и как бы небо. Мне нравится рисовать. Мне нравится этот конкурс, что здесь все красочно, все объемно, что много детей занимаются, выступают. Еще хочу добавить, что вот эта картина победила в конкурсе приз зрительских симпатий среди 50 тысяч участников. И также вот еще одна картина. Эту картину я нарисовал у себя в Дом юношества на художке. Я пришел сюда с братом рисовать, на природу смотреть. Но понравилось, что весь праздник был такой яркий. В насыщенную программу празднования входили квест «Путешествие детей», выступления гимнасток, сладкие угощения, аквагрим и многое другое. А завершилось все детской дискотекой. Нам сделали здесь большой ремонт, очень хорошо, все приспособлено прекрасно. Эшба Беслан Федорович постарался, чтобы дети, дошколята выступали каждый год здесь. Настолько здесь уютно, хорошо, прекрасно. Мы все очень радуемся. У нас в городе Сухум 13 детских садов. Конечно же, детки все участвуют. Сегодня у нас типа круиза. Открыли все детские сады, все 13 детских садов под музыку, под марш. А затем у нас каждый детский сад подготовил свои номера. Это называется спортивный круиз. Взрослые понимают, насколько важно дарить деткам счастье. А День защиты детей как раз тот самый повод порадовать самых маленьких. Центр детского творчества ежегодно принимает участие в мероприятиях. В самом центре организовано более 15 направлений. Наши дети, учащиеся Центра детского творчества, сегодня активно принимают участие в данном мероприятии, в данном празднике, а именно выставляют свои работы, которые мы, в принципе, сейчас можем и увидеть. Это и квиллинг, это и вязание, это мастер-классы, организованные здесь, ну и, конечно же, художественные выставки, как от 6 лет, так и до 18 лет. Каждый учащийся школы здесь найдет для себя занятия в и художественном, и прикладном направлении. Центр детского творчества за полгода заблаговременно готовится к выставочной итоговой работе. Для нас, для наших детей, это итоговая выставочная работа в этом учебном году. Также детей порадовала аниматорская программа «А-наука» – научно-популярный проект, победитель новых медиа. Увлеченные зрители увидели шоу с ростовыми куклами, научные эксперименты, конкурсы и получили подарки. Целевая аудитория от 20 до 30 лет, но Рада Чачава, руководитель проекта «А-наука», отметила, что научное просвещение может быть интересно и в юном возрасте. Главное – правильно заинтересовать детей. Для начала мы, конечно, нашли прекрасную команду аниматоров Сухум, которые разработали весь сценарий и сейчас непосредственно развлекают детей. После мы подали письмо на согласование в администрацию города. Нас поддержала управ образования столицы, и вот мы здесь. Это действительно первое мероприятие нашего проекта, первое из многих, которые запланированы. Для нас очень важно проводить социальные мероприятия, поскольку цель нашего проекта социальная, это популяризация науки, в том числе среди подрастающего поколения. Мы очень долго разрабатывали дизайн наклеек, очень много работали над всей концепцией мероприятия, поэтому, конечно, мне немножко волнительно. Дети с удовольствием проводят время, а взрослые, наблюдая за ними, получают хорошее настроение. Ведь детство не вечно, и нужно наслаждаться каждым его мгновением. Айлита Арутюнян, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.